Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Катериной Некречей. Буквально через секунду я вам наконец-то представлю автора, одного из авторов этой книги. И наши зрители в Фейсбуке видят, как в студию заходит Севгиль Мусаева. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Здравствуй. Ну, я вот уже рассказала нашим слушателям, нашим зрителям о книге. Мустафа Джемилев «Незламный». Она у нас есть. Я знаю, что, конечно, вы с Алимом Алиевым очень много уже сделали презентаций. Это правда. Уже во Львове даже две было. Уже во Львове даже две презентации. Несколько презентаций. Мне кажется, уже все устали уже от этой книги. Ну, я была на нескольких, презентациях, и вот свидетели фактических тех событий, да, люди, которые также знают Мустафу Джемилева не из книжек, не из телевизора, как в основном, конечно, украинский зритель, украинский слушатель знает об этом человеке, то эти люди, конечно, с огромной благодарностью отзывались об этой книге, и эта книга, конечно же, есть на полуострове сегодня, и очереди, просто выстраиваются. Нам рассказывали, что приехали ветераны национального движения, была презентация в America House, в День крымско-татарской культуры, вот и люди рассказывали, что у них очередь стоит в селе Компактно, где вот компактное проживание крымских татар, вот, да, там и 10 или 15 человек уже как бы стоят в очереди, чтобы почитать эту книгу, потому что там она в единственном экземпляре, не все хотят ее хранить у себя дома, да, но тем не менее вот такая вот ситуация. Конечно, это очень приятно, это очень ценно для нас, потому что мы в том числе эту книгу писали не только для людей на материке, но и людей, которые на оккупированном полуострове смогут прочесть и понять, что о них не забыли, что о них помнят и рассказывают в том числе о событиях. И эта женщина, которая говорила вот как раз-таки об этом, о том, что книга в очереди, да, стоит. Она рассказывает, что вот в этом описываете ситуацию, когда пришли с обыском к семье крымского татарина. Это последняя глава, где рассказывается о победе Джамала на Евровидении. И вот вы меня процитировали, да, вот я тогда защищала этого крымского татарина, которого собирались забрать ФСБшники на допрос, да, то есть вот даже вот так вот. И это, мне кажется, очень важно для людей в Крыму, знать, что о том, что с ними происходит, да, это вот рассказывается, доносится до большого количества людей. Ну, получается так, что в этой книге вы говорите о воспоминаниях, да, о том, что Мустафа Джемилев рассказывает, там 50 часов у вас интервью, абсолютно, конечно, колоссальная работа авторская в этом смысле проведена, но получается, что вот история, которая вот началась, вот этот вот фрагмент, да, с 1944 года, длится и сегодня, то есть получается, вот эти воспоминания, они уже перетекают в то, что происходит сегодня? Конечно, поэтому и книга, да, вот она не написана как биография, потому что мы думали писать биографию, да, в целом вот детство, юношество, да, и вот нынешний этап. А потом мы поняли, что на самом деле, да, судьба Мустафы уникальна именно тем, что он опять-таки столкнулся, да, вот с тем, что было там 30-40 лет назад, да, когда он начинал борьбу за право возвращения крымско-татарского народа в Крым. И так вышло, да, что человек, который вроде там добился своей цели, уже собирался на пенсию, потом в силу исторических обстоятельств опять должен ездить, да, за границу, там, уже в таком почтенном возрасте и заниматься адвокацией крымских татар. И мы как бы его такие уши и глаза в этой работе были, да, потому что мы с ним ездили на эти разные мероприятия, смотрели, как он общается с международными дипломатами, как он это делает, да, вот такая вот, знаете, с одной стороны, вроде, мне кажется, немножко в этой книге не хватило какой-то такой вот грусти по поводу того, что так вот может быть вот в жизни человека, когда ты борешься, да, а потом в итоге получается, что уже в таком возрасте, да, там, ты опять сталкиваешься с тем, что ты не можешь поехать домой, тебе запрещен въезд туда, и вот единственная твоя возможность как-то на что-то повлиять, это вот ездить за границу и рассказывать людям, но при этом ты понимаешь, что по большому счету это не имеет такого вот, да, вот это сейчас не действенно, да, то есть это такая как бы вот, да, какая-то такая беспомощность, может быть, да, вот и в той ситуации, в которой мы оказались все крымчане. Севгиль, ну вот такой момент, потому что личность Мустафы Джемилева, она, конечно, всегда вот
с того момента, когда он начал свою борьбу, да, он приковал к себе множество внимания, и спецслужб в том числе, да. И, то есть, на самом деле, и сегодня в Крыму личность Мустафы Джемилева, она очень яркая и очень противоречивая для крымчан, потому что ту информацию, которую сегодня крымчане слышат, да, потому что наши слушатели, понятно, что это не только там ветераны Крымско-татарского национального движения. И вот то, что сегодня о Мустафе Джемилеве говорят, и то, почему он не может снова попасть к себе на родину, да, к себе домой, но это вот как можно объяснить? Потому что, ну, был какой-то такой некий троллинг со стороны Аксенова там пару лет назад, когда вот случилась так называемая энергоблокада, да, что мы ждем Мустафу Джемилева и, наверное, отправим через прокуратуру приглашение, готовы наградить. Да, вот то, что сегодня рассказывают о Меджлисе и, собственно, о том, что мы знаем, что Меджлис уже запрещен на территории Крыма, да, деятельность этой организации, и все судебные дела, например, против Ахтема Чайгоза, который мог еще в 2014 году просто не вернуться в Крым, да, но он вернулся, и вот сегодня такая ситуация, да, но вот что можно сказать тем крымчанам, которые не читали твою книгу, возможно, не прочитают, да, которые, может быть, краем уха что-то слышали, и вот такое нехорошее об этом человеке. Действительно ли Мустафа Джемилев опасный человек? Вы знаете, наверное, тут лучший ответ на этот вопрос — это ответ самого Мустафы, когда мы его спрашивали, когда было легче, тогда или сейчас. Он начинает там рассказ, анекдот сначала про Черновола, вот, советую, да, прочитать это все. А потом рассказывает, что, ну, вы знаете, там в свое время в Советском Союзе меня вообще практически никто там не поддерживал, да, знала какое-то ограниченное количество людей. В Советском Союзе я был предателем, экстремистом и так далее, да. И вот сейчас, да, там, когда я выхожу на улицы Киева, и у меня нет такого, что вот я там иду, и со мной никто не захотел сфотографироваться, со мной общаются люди, да, а в свое время я сидела в карцере один, да, и мог там проводить по несколько месяцев. Поэтому, мне кажется, лучше всего ответ на этот вопрос даст время, да, и в свою очередь я бы, наверное, посоветовала просто все-таки не верить там тем мифам, а читать, понимать, да, какие-то вещи, и отвечать на свои вопросы, да, вот самостоятельно, не искать легких ответов. Свигель, конечно, мы сегодня будем говорить не только о вашей с Алимом Алиевым книге. Я хотела бы немного тут и о тебе поговорить, да, расспросить тебя, потому что ты же тоже родилась в Узбекистане, да? Да, потому что я родилась в Джуме, это город, маленький город возле Самарканда, да. И твоя семья вернулась в Крым в 89-м году. В 89-м году, да, сестре было 6 месяцев, мне 2,5 года, вот, и мы приехали как-то на разведку боем, потом еще раз возвращались в Узбекистан, да, потому что я помню очень хорошо, мама рассказывала, что какое-то время мы жили вдевятером в комнате 25 квадратных метров, это с семьей моего дяди, да, было как бы очень, ну, тяжело было, да, и потом продали дом там, который был построен там всего год назад, купили дом здесь намного меньше, там двухкомнатный, где было вообще очень тяжело существовать 5 членам семьи, но тем не менее, да, потом вот, как и все крымские татары, да, это, я считаю, тоже такая интересная история, что как бы нами руководят наши комплексы, да, и вот у крымских татар, да, вот поколение моих родителей был комплекс дома. Для них очень важно было вот получить этот дом, да, вот, и все вот родители там наши, да, вот нашего поколения строили дома, строили вот физическое, да, но в то же время я думаю, что вот, да, как бы у каждого поколения своя какая-то боль, да, а вот у нас при домах наших родителей, при том, что все как бы уже хорошо и какие-то бытовые вопросы решены, забрали опять как бы родину, да, и поэтому я думаю, что наша как бы задача, нашего поколения — это будет построение институтов, да, вот, потому что, к сожалению, этому уделялось очень мало времени в 90-е годы. У нас есть звонок из Крыма, насколько я понимаю. Откуда? Алло? Да, здравствуйте. Откуда вы звоните нам, как вас зовут?
Тернополя, нас зовут Станислав. Вы знаете, мне кажется, я вас помню, Станислав, поэтому я думаю, что мы не захотим с вами общаться. Давайте продолжим разговор с Севгиль Мусаевой. И это ведь очень важно понимать, потому что тебя все знают как ты такая известная, одна из самых известных украинских журналисток. И очень интересно знать твою историю, потому что не все, к сожалению, да, с этим знакомы. И, наверное, только вот ты начала об этом много рассказывать после аннексии Крыма в 2014 году. И вот когда какое у тебя отношение вот к Крыму тогда, когда ты была маленькой девочкой, 2 года, ты слышала истории своей бабушки, да, об этом, своих родителей? Тяжелое, потому что было тяжело. Было очень тяжело. И в финансовом плане, и в моральном плане было тяжело, потому что я не могу сказать, что крымских татар сразу вот все приняли, да, было очень много мифов, да, когда там, условно говоря, люди существуют какое-то время, а это там 50 лет, да, в мифах, что это предатели, что это пособники там фашистов и так далее, очень сложно доказывать обратное. И, конечно, там первые годы было сложно, потому что это враждебное отношение было, к сожалению, со стороны некоторых людей. Вот. Ну и, конечно, то, что нашим вот родителям было сложно, потому что, так, знаете, как это вот прошелся бульдозер по их судьбе, да, потому что вот они выросли в изгнании, как-то начали уже вставать на ноги, да, а тут вот как бы разрешили возвращаться, они все бросили и приехали сюда. У меня папа был, например, в Советском Союзе, в Узбекистане, там, директором одного из направлений крупного предприятия. Сюда он приехал, он устроился на завод железобетонных изделий, каким-то обычным мастером, дорос до начальника управления. Когда он дорос до начальника управления, начались такие задолженности по зарплате, да, когда там ему давали там зарплату за полгода 7 гривен и килькой в томатном соусе, что в итоге отец вынужден был уволиться с завода и пошел продавать молоко на базар. И это история всех крымских татар, практически вот поколения моих родителей. И для них, конечно, жизненно было важно, чтобы мы получили образование, этому уделялось очень много внимания, вот, и в итоге, да, конечно, я уехала из Крыма в Киев, да, потому что вот были такие вот амбиции, да, это опять-таки комплексы родителей, когда ты не реализовываешься, когда родитель не реализовывается и хочет реализовать своего ребенка. Правда, я и понимаю, это что очень в Крыму сильно живет во всех молодом поколении крымских татар. Да. В Крыму тебе было бы сложнее реализоваться? Я считала, что вот я должна получить лучшее образование, вот. Да, наверное, да. На тот момент мне казалось, что я смогу реализоваться больше и лучше здесь, в Киеве. Вот. И, конечно, одна из причин была в том числе и какое-то такое вот... Я рассказываю, как бы, хотя да, мама меня немножко даже за это как-то критикует иногда, что я рассказываю, потому что это тоже такая какая-то боль, которая с тобой живет. У меня были очень сложные отношения с одноклассниками, когда я таким была вот полностью изгоем. И мне казалось, что в Крыму, наверное, это может как-то продолжиться, да, и поэтому хотелось поменять полностью. И так и произошло, потому что, честно говоря, первое время, когда я приехала в Киев, мне вот... Вообще было настолько необычно, что никто к тебе не относится с каким-то таким вот осуждением, да, потому что здесь это в Крыму, да, здесь. В Крыму это иногда чувствовалось, да, это было. Вот здесь, в принципе... Но у нас была другая проблема, к сожалению, вот мне кажется, вот то, что произошло и с Донбассом, и с Крымом, произошло по той причине, что, к сожалению, украинцы очень мало знают друг о друге. И было очень много мифов в отношении там крымских татар, и первое время я там рассказывала, что это не так, что вот здесь так, а вот... Вот. Но так, наверное, больше друг друга мы узнали как раз-таки после этих всех событий. Очень трагических. Это правда. Но на самом деле о той атмосфере, о которой ты рассказываешь в свои школьные, да, времена, очень многие крымчане, крымские татары вот рассказывали. Одни с одной стороны, другие с другой стороны, что это такое вот глобальное было неприятие крымских татар вот на уровне, наверное, родителей, поэтому это поселилось в детях, да, вот в таких одноклассниках, которые воспринимали просто представителей твоего народа и тебя как чужих, ну да. Это очень такая тяжелая ситуация. Конечно, школа — это вообще непростое время, а когда вот
такое отношение есть, и почему, объясню, может быть, звонок этот я просто даже не дала в эфир, потому что уже были у нас высказывания очень странные. Я рекомендую нашему слушателю из Тернополя, как и другим слушателям, которые, не знаю, проповедуют фашизм, потому что по-другому назвать это не могу, вы просто почитайте, может быть, больше информации. Вся информация есть о Крыме, и еще раз возвращаю вас к нашей рубрике «Крымские истории», к нашей программе, и просто изучайте вообще действительно историю, что, как и где было. Севгиль, вот это вот выбор журналистской профессии, Да. это же очень необычная профессия. Конечно, здесь в Киеве можно увидеть, что много факультетов журналистики, что многие приезжают сюда именно с такой целью, да, но в то же время вот так вот представить себе, в какой момент у человека зарождается это желание, как это у тебя появилось? Я с сестрой недавно это обсуждала. У нас как-то вот с детства, может быть, по причине всех этих событий, которые пришлись на этот период, у нас было очень воспаленное чувство справедливости, да. Я сначала планировала, честно говоря, быть юристом, да, вот у меня до 9 класса был такой план, что вот я буду юристом, буду защищать права людей и так далее. А потом как-то случайно к нам пришел руководитель школы журналистики местной, да, и я решила попробовать себя в журналистике и поняла, что как раз-таки, если хочу как-то бороться за справедливость и вот реализовываться в этом направлении, то мне больше подходит как раз-таки журналистика. И как-то так интересно, да, что даже вот будучи инкором, я поднимала какие-то очень непопулярные темы, например, там закрытие там Дворца детского и юношеского творчества, там должно было быть сокращение кружков, и там, я помню, я была в 10 классе, и я ходила, собирала подписи там детей, мам, детей, которые учились в этом детском дворце детского и юношеского творчества, о том, чтобы кружок не закрыли. В итоге собрала там на тот момент 70 подписей, это была моя такая вот, это опубликовали в республиканской газете, и в итоге назначили республиканскую проверку, там из Симферополя приехала в Керчь проверка, и решили, что как бы сокращение кружков неуместно, да, вот, и это была такая моя маленькая победа еще в 10 классе над какой-то вот, да, за справедливость, за все остальное. Ну и да, а потом и как-то вот увлеклась этим всем, и журналистика это способ познания мира, я считаю, да, это способ ответа на многие вопросы. И, конечно, я считаю, что очень много зависит от любопытства, да, вот. Я как бы по своей природе любопытный человек, поэтому мне в журналистике, ну, это моя стихия, да. Если я считаю, что любопытство — это вообще одно из главных качеств, которые нужно воспитывать в ребенке, вот, а для журналиста оно обязательно, просто очень обязательно. Если человек не хочет узнавать или не любопытен, то ему, конечно, будет тяжело в журналистике. У нас есть комментарии также на Facebook-трансляции. Вот Марина Блэк пишет: моя мама в советские времена всегда говорила мне: самый лучший сосед — это крымский татарин. И это так. Спасибо. Такие приветы из Крыма. Скажи, пожалуйста, Севгиль, вот в журналистике это путь у тебя очень стремительный. Но это правда, потому что ты уже в 27 лет возглавила «Украинскую правду». Да. Это очень стремительно. И до этого у тебя были твои проекты, Хабс, да, который ты сама вот создала и от нуля просто начала. Да, до этого ты была серьезным журналистом, который писал о серьезных темах. Это как так получилось? Да, как так получилось, что и к этому ли ты шла? Потому что начиная от сбора подписей и таких локальных каких-то проблем. Вообще нет. Если бы мне кто-то сказал, у меня вообще никогда не было амбиций быть руководителем какого-то медиа. Вот никогда. Даже когда я работала в Forbes, у нас была такая конкуренция друг с другом, ну вот в коллективе по поводу того, кто там станет обозревателем, репортером, редактором. Ну, вот кто-то приходил к главному редактору, просил там, когда вы назначите. Я вот в этом во всем как-то не участвовала, стояла в стороне, просто писала какие-то тексты, да, вот. Ну, а потом, конечно, все изменилось после там покупки Форбса Курченко, да, у меня, как это сказать, такая вот какая-то моя внутренняя обида, и то, что это все там произошло там фактически там и
из-за того первого материала, первого расследования, которое мы опубликовали. И вот, да, в итоге меня, по сути, лишили моей работы. Я решила, что вот точно я это так просто не оставлю, да. И это очень интересная тоже история, да, вот когда я помню, там для меня это в июне было трагедией, когда купили Forbes, да, это я даже вообще не понимала, что делать там в августе. Я уже поняла, что как бы будем создавать новый проект. Потом началась революция, а в феврале, когда проект уже запускался, первым материалом на нем был, вот серьезно, как-то так вот все совпало, у нас постоянно откладывался запуск проекта из-за Майдана. И в итоге, когда проект стартовал уже, это была неделя расстрелов на Майдане, как раз вот самое такое пекло. И первый материал был это «Последний день ВИТЭК», где я это был фоторепортаж из офиса, как там люди Курченко выезжали, уничтожая просто там тонны документов, пропущенных через шредер, да, вот, и вот это вот все мы застали. Это было просто поразительно. Ну, а как-то вот, знаете, такой исторический переломный момент, да, это тоже, мне кажется, мы немножко не оцениваем, не можем оценить то время, в котором мы живем. Да, вот только запустился проект, и через 3 дня начинается аннексия Крыма. И как бы тоже вопрос, что ты не можешь оставаться в стороне. И я помню, там фактически с колес мы тогда создавали этот Крымсоц, вообще не понимая, что будет происходить. Потому что, да, там на мое детство тоже припала история Мешкова, первого президента Крыма. Я помню до сих пор, вот как-то у меня такое вот из детства это воспоминание, его этот серый плащ какой-то такой, ты, может быть, ты тоже помнишь, да, его такой вот серый плащ. Ну, это как вот в детстве, знаешь, что такие вещи, какие-то образы запоминаются. Вот, и я думала, что это точно как бы провалится все, но давайте 3 недели отработаем хотя бы информационно. А потом начались уже переселенцы, я это помню. Линия для переселенцев — это была вообще очень интересная тоже история, потому что мне позвонил художник крымско-татарский Рустем Скибин. Я его считаю первым переселенцем. Вот официальным первым переселенцем был Рустем Скибин. Мне позвонил, говорит, ты знаешь, что это было решение Совета Федерации 1 марта. Я, наверное, буду выезжать, у тебя нет возможности где-то, вот, может быть, вы поможете с жильем и так далее. И тут до меня доходит в этот момент, что, скорее всего, таких людей будет очень много. Я говорю там Тамиле и ребятам, которые нам тогда помогали, говорю, давайте купим 2 телефона, сделаем горячую линию, и вот будем принимать звонки. Вот и вот так вот начались переселенцы, да, вот так вот. И я была поражена тем, что действительно начали поступать звонки на эту горячую линию, что мы хотим выехать. И в то же время на почту приходили просто там в первый день, когда мы зарегистрировали электронный адрес, 600 предложений по жилью для крымских семей из разных регионов Украины. Это было просто что-то невероятное. Удивительное время. Я его всегда буду вспоминать, наверное, даже когда мне будет там 40 лет. Я думаю, что мы будем уже как бы в Крыму свободно перемещаться, ездить, общаться и так далее. Но я буду вспоминать всегда вот эту весну 2014 года. Как создавался Крымсоц, Салим Алиев, Евгения Мусаева, Тамила Ташева, да? Вы втроём фактически это и начали. Да, просто созвонились и решили, что нужно что-то делать. Мы вернемся к нам в студию через секунду. Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Немного переходя из твоей профессии, да, хотя вот один такой вопрос интересно, когда ты была последний раз в Крыму? И знала ли ты, что это последний раз? Последний вот раз до этого я момента, была да. После аннексии, честно говоря, это было 20 июля 2014 года, я запомнила этот день. Вот, и, конечно, когда я выезжала, я не думала, что это будет в последний раз. Вот. Сейчас ты не можешь или тебе не дают вернуться в Крым? Честно говоря, я знаю, да, что у меня могут быть проблемы с пересечением границы, и чтобы там не дать воспользоваться этой ситуацией там заинтересованным силам, я просто стараюсь там не эскалировать. Мне хватит того, что некоторые мои родственники при пересечении границы, у них возникают проблемы, да, там из-за меня. Поэтому, наверное, это будет как бы лучше пока, наверное, не стоит туда ездить. Это
очень такой важный момент, о котором тоже, конечно, рядовой крымчанин не знает, не слышал, поскольку мы в профессии, мы общаемся вот с крымчанами, которые сами выехали, продолжают здесь заниматься журналистикой, например, да, под своим именем, но действительно вот родственники потерпают немного от этого, и пересечение границы одно дело, а то, что вот на территории Крыма какие-то моменты, там проверяется почта, вскрывается, какие-то еще истории, вот это вот существует сегодня. Да. Ну, я не хочу вдаваться в подробности, но подобные проблемы возникали, недавно, просто не хочется привлекать к этому Я просто как раз внимание. недавно общалась об этом с другими коллегами-журналистами, и меня это, честно говоря, потрясло вот очень сильно, и тут же момент о том, что очень часто обычный обыватель, он этого не знает, поэтому думаю, что важно такой момент подчеркнуть. По поводу твоей журналистской деятельности. Да. Есть, конечно же, много критики, в том числе. Это невозможно, чтобы этого не было, с одной стороны, особенно когда у нас есть интернет, у нас есть социальные сети, и всегда есть у одной личности, у которой много там поклонников, подписчиков, конечно, всегда много критиков. Я к этому нормально отношусь, да. В какой-то из моментов тебя начали критиковать за такую работу со Светланой Крюковой, да? У вас были совместные интервью, совместные проекты. Да, за встречу была, не была с российским олигархом. Да, вот, была. Еще стесняться. Это все. Вот как ты воспринимаешь, да, и что ты отвечаешь на это? Это какие-то провокации, как ты думаешь, или просто это вот потому, что люди, которые критически относятся, очень сильно критически относятся к твоей работе, они пытаются каждый раз отыскать вот что-то, к чему можно придраться? Нет, я спокойно отношусь, потому что критика — это нормально. В какие-то ситуации я там анализирую спустя год, наверное, можно было поступить иначе, и это были какие-то ошибки. Я всегда признаю ошибки, там, и извинялась за них неоднократно, и рассказывала в том числе и там на таком мероприятии, как Fuck Up Nights. Но я, в принципе, живой человек, поэтому ошибаться может каждый, и какие-то вещи делать, да, и в том числе заблуждаться в каких-то своих убеждениях и во всем. Поэтому мне за свои ошибки не стыдно. Я считаю, что очень вообще, честно говоря, правильно о них говорить. И вот для меня в этом, конечно, каким-то эталоном был Павел Шеремет, да, наш коллега, который погиб, потому что у него тоже, знаете, был такой вот период, да, когда он допускал какие-то ошибки. И поэтому потом, когда он создавал свою школу журналистики, да, школу журналистики «Украинская правда», он рассказывал о том, о своем периоде, о своих ошибках, да, и просто как-то предостерегал молодое поколение от того, чтобы их не допускать. И ошибки будут у каждого человека. И мне кажется, очень важно для украинских политиков и украинских журналистов и вообще всех общественных активистов научиться это признавать, потому что у нас это как-то недопустимо, а в Штатах наоборот, да, в Штатах наоборот популярны такие истории, да, когда человек теряет все, или когда человек допускает огромный фейл, или когда там человек, там, не знаю, тратит миллиард чужих инвестиций, и в итоге проект проваливается, а потом может встать, подняться и идти дальше, да, потому что я считаю, что как раз-таки там сила личности заключается в том, что после каких-то там тяжелых периодов ты можешь вставать и идти дальше. И, конечно, там, если брать тот же период прошлого года, когда там была критика определенная, и встречи, как бы зафиксированная встреча с российским олигархом и так далее, и это все совпало еще как-то вот с убийством Павла. Это был очень тяжелый период для меня, как бы морально я замкнулась на какое-то время, даже не писала, не хотела писать. Вот. Но в итоге как-то вот спустя год могу сказать, что все это сделало меня сильнее и, наверное, тоже очень многому научило, потому что не бывает там просто вот идеальных историй, когда все у человека прекрасно, и что он не может там оступиться или допустить ошибку. Такого не бывает просто.
В каком-то интервью ты сказала о том, что ты учишься на своих ошибках и на чужих ошибках, да. В связи с таким... Вот гибель Павла Шеремета — это, конечно, шок. И у нас за последние несколько лет, конечно, после Майдана, назовем это так, случаются вот такие громкие убийства просто в Киеве. Да. И это, об этом говорят в том числе и в Крыму, вот с такой позиции, много об этом комментариев, да, и таких мыслей, когда общаешься с людьми. Послушайте, вы говорите о преследованиях здесь, в Крыму, каких-то, вы посмотрите, что у вас там в Киеве происходит. У вас же журналистов убивают вот так вот. И что бы ты ответила тогда крымчанам? Похожа ли ситуация в Крыму и на материковой Украине, и в Киеве? Мне кажется, нужно понимать, да, что Украина все-таки находится в войне, и происходит эта агрессия, да, со стороны России в отношении Украины. И поэтому вот я считаю, что такие вот вещи, которые происходят в столице, это попытка дестабилизации ситуации, как раз-таки показать тем же жителям Крыма или Востока Украины оккупированного, да, что вот посмотрите, что у вас происходит, да, вы не можете реагировать на эти вызовы, вы как бы там слабое государство, которое не может защитить своих граждан, и у которого, в общем, в итоге могут там чуть ли не каждый месяц совершаться вот такие резонансные убийства в центре города. Это уже воспринимается как норма, да, потому что там последнее убийство Тимура Махаури, да, это была тема одного информационного дня, потому что потом случился Саакашвили, и я очень хорошо помню, пока мы готовили текст о Махаури и вообще о взрывах резонансных, интерес к теме уже спал, что его вообще практически никто не читал, потому что для всех был важен там прорыв Саакашвили и так далее. Вот, то есть люди уже как бы спокойно к этому относятся. Но здесь, конечно, вопрос больше к украинским спецслужбам, которым я бы посоветовала все-таки больше уделять внимание предотвращению таких убийств, а не выяснению отношений с активистами, с журналистами. Да. Вот, конечно, там на прошлой неделе к нам, например, приходили СБУ по расследованию дела там о Густайне, что кто-то из чиновников слил нам секретный документ. Хотя там, мне кажется, что у нормальной спецслужбы в здоровой стране, да, там, тем более воюющей, больше был вопрос бы к тем чиновникам, которые заложили невероятно нереальные цифры в этот проект программы укрепления обороноспособности государства. И вы опубликовали такую заяву медийников, да? Насчет этого. 18 сентября опубликовали ее в блогах на «Украинской правде». И, собственно, после того, как случился этот обыск, потом же вам были принесены извинения, насколько я помню. Да, но мы решили все-таки отреагировать, и наше заявление к СБУ больше касалось того, чтобы они все-таки расследовали факты, приведенные в статье, а не занимались поиском там ведьм, да, каких-то вот таких вот. Вот, поэтому для меня это было, конечно, большим удивлением, да, и как-то это все неправильно, наверное, да, когда после 8 или 9 месяцев публикации текста приходят с просьбой его снять. И вот. Но мы как бы свои меры тоже предприняли, максимально защитить себя, и эта тема вызвала огромный резонанс и среди международных партнеров, потому что в тот же день мне позвонили с Комитета защиты журналистов. Вчера я встречалась с европарламентарием Ребеккой Хармс, которые, конечно, они были очень удивлены подобными действиями СБУ в отношении нас. На самом деле мы знаем, что наши коллеги из ХЕМ тоже периодически потерпают вот от такого отношения, да, конечно, во время съемок, когда им не дают работать, когда у них забирают камеры. Буквально вот пятничный случай с Мишей Ткачем, когда там на лицо было превышение служебных полномочий удошниками. Но в чем отличие? Это так, я от себя такую ремарку. Все-таки отличие есть в том смысле, что освещать такие события и получать какую-то реакцию от даже просто высших должностных лиц, это в Киеве, получается, скрипя зубами, но все-таки какую-то реакцию получается, и обратить на это внимание. И еще одна тема, которую мы должны обсудить. Вот у меня вопрос к тебе. Твое мнение, нужна ли крымско-татарская автономия в Крыму? Потому что сегодня, вот сейчас происходят такие процессы, обсуждается, как это должно выглядеть, как должно называться, да, и просто вот такая цитата Мустафы Джемилева, который корреспонденту Крымреалии 9 августа сказал, цитирую: «Если не будет освобождения Крыма, будущего ни у
крымских татар, ни у ватников, которые голосовали за Путина, не будет. И он также указал на важные шаги, которые осуществляет Украина. Принятие закона о крымско-татарском народе, где крымские татары обозначены как коренной народ со всеми вытекающими правами. И второе — это изменение в Конституции относительно статуса Крыма. То есть речь идет о крымско-татарской автономии. А Рифат Чубаров неоднократно говорил о том, что крымско-татарская автономия — это ключ к возвращению Крыма. А какая твоя позиция? Моя позиция в том, что, конечно, нужно объяснять, да, что мы вкладываем в термин крымско-татарская автономия, потому что я там с большим уважением отношусь к Меджлису, к лидерам крымско-татарского народа, но, тем не менее, вот эту вот домашнюю работу ее нужно делать, чтобы не возникало дополнительных вопросов. И когда там у людей как бы это вызывает какие-то разночтения и вопросы, что это чуть ли не там, ну, кто-то это считает сепаратизмом. Ко мне, например, подходили народные депутаты из разных политических сил и говорят, ну вот там вот сейчас же обсуждается этот вопрос, объясни, пожалуйста, что это такое, не скрытый ли это сепаратизм. И вот ты начинаешь там проводить ликбез, который должны были проводить, конечно, кто, да, там лидеры Меджлиса и так далее. Я понимаю, что работы очень много, но это нужно делать, да, то есть я тут в этом плане как бы поддерживаю точку зрения, что если там обсуждается вопрос создания крымско-татарской автономии, то этот вопрос должен изучен быть до конца и должны быть услышаны позиции всех сторон, а не то, что вот мы делаем, а потом разбираемся как. И, конечно, я считаю, что если выносить в зал Верховной Рады, то нужно объяснить хотя бы депутатам, потому что мое субъективное мнение, что, конечно, там в некотором плане там время для там таких вот вещей, оно было немножко упущено, потому что если ты помнишь, да, там заявления о создании крымско-татарской автономии звучали после там победы Джамала на Евровидении, где-то это была весна прошлого года. Но за год, да, как бы очень многие вещи изменились, парламент существует в таком как бы полуразобранном состоянии, да, там, условно говоря, где костылями коалиции являются представители депутатских групп «Відродження» и «Воля народу», которые, ну, я думаю, что они не будут голосовать за этот законопроект. И поэтому, конечно, честно говоря, да, для того, чтобы реанимировать этот как-то процесс, нужно провести очень большую объяснительную работу. И все-таки, да, как бы понимать, что мы вкладываем в это понятие и как. Да. Сама идея, конечно, хорошая, она должна быть. У нас остается меньше минуты. Такой вопрос очень коротко. Должны ли в этом принимать участие, в этом обсуждении крымчане, не крымские татары? Конечно, конечно. А как иначе? Я считаю, это обязательно. Ну, потому что... То есть с ними этот вопрос автономии должен обсуждаться в том числе. Безусловно. Я считаю, что это неправильно, если это будет решаться только на уровне Меджлиса, конечно. Спасибо большое. Севгиль Мусаева, автор книги «Мустафа Джемилев Незламный» и также главный редактор «Украинской правды» в студии радио Крым Реалии. А вы оставайтесь с нами. Я напомню, что вы слушать нас можете круглосуточно 105,9 FM, а также на сайте Крым Реалии. Присоединяйтесь к нам и пишите свои отзывы. Будем рады слышать.